Летний сезон вновь испытывает дорожную систему Абхазии на прочность. Поток автомобилей растет с каждым днем, вместе с ним нагрузка на сотрудников госавтоинспекции. Какие меры уже дают результат, а какие проблемы пока остаются нерешенными, рассказал на пресс-конференции в АГТРК начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авицба. Очень многие задают вопрос, как повлияли камеры фото-видеофиксации, которые установили по нашей республиканской трассе. Если брать 2021 год, 2022 год и 2023 год, то есть я 3 года хочу соединить, то было 582 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 163 человека и получили ранения 806 человек. Брать статистику уже когда установили камеры в 2024 году, в марте месяце, когда уже полноценно по всей республиканской трассе, то количество дорожно-транспортных происшествий было в количестве 372 ДТП, при которых погибло 113 человек и получили ранения 481 человек. В сравнении получается на 210 дорожно-транспортных происшествий меньше, погибших на 50 меньше и раненых на 325 меньших. Сегодня на республиканской трассе работает 27 комплексов фото и видеофиксации. Пока камеры регистрируют только превышение скорости. При этом оборудование уже готово фиксировать непристегнутые ремни безопасности, использование мобильного телефона за рулем и пересечение сплошной линии. Для запуска этих функций необходимо соответствующее решение Кабинета министров. На сегодняшний день мы можем выписывать штраф и постановление вручать нашим водителям только за превышение скорости. В этом направлении ведется тоже работа. Ждем от Кабинета министров постановления. Когда в силу вступит, мы уже в этом направлении тоже будем работать. Вместе с тем в госавтоинспекции признают, возможностей в полной мере контролировать ситуацию на дорогах пока недостаточно. В республике зарегистрировано более 90 тысяч автомобилей, более трети из них в Сухуме. При этом подразделения ДПС по всей стране испытывают серьезный кадровый дефицит. Именно сотрудники ДПС, которые должны работать по всей республике, штатное расписание 224 человека. Замещено 162, то 62 места свободны, это существенно влияет на нашу работу. И, конечно же, не буду скрывать, качество сотрудников хотелось бы, чтобы было еще больше. Правду же надо говорить. И в городе Сухом штатное расписание 38, замещено 15. То есть их делим на 2 дня, то есть 7-8 человек работают в столице, на сутки заступают. При большом нашем желании охватить весь объем работы, который мы должны делать, это невозможно. Отдельное внимание на пресс-конференции уделили ситуации с парковками в столице. Именно хаотично припаркованные автомобили нередко становятся причиной заторов. По словам Дамея Авицба, для разработки новой схемы организации трафика привлечены специалисты Московского центра организации дорожного движения. Представить план модернизации дорожной сети Сухума планируют уже к концу года. ЦОДД – это Центр организации дорожного движения при правительстве города Москва. Под их управлением находятся все светофоры, все перекрестки, камеры, которые фиксируют любое нарушение. Они приезжали к нам, изучили то оборудование, ту технику, которую мы имеем. Они изучили основные наши перекрестки именно в городе Сухом. Но это очень кропотливая и долгая работа, потому что финансирование там очень большое. На сегодняшний день находится в разработке данное направление. В Москве есть еще частная компания, которая занимается организацией безопасного дорожного движения в городе Москва тоже. Они приезжали сюда, изучили все наши перекрестки и провели большую работу. К концу года будет уже представлен план, какие мероприятия надо произвести, чтобы все это сделать так, для того, чтобы максимально комфортно было нашим гражданам ездить по нашим дорогам.
Одной из основных причин тяжелых аварий по-прежнему остаются нетрезвые водители. Госавтоинспекции предложили временно изымать автомобили у тех, кто сел за руль в состоянии опьянения. Однако эта законодательная инициатива поддержки пока не получила. В 2021, 2022 и 2023 мы выявили водителей в нетрезвом состоянии 8781 человек. Это количество очень большое. Из них 3000 было в наркотическом опьянении. В 2024, в 2025 и 2026 году было выявлено 4517. Повторно, которые сели за руль, было 334 человека. Из них на 15 суток было осуждено 113. А все остальные были оштрафованы штрафом 4 800 или 12 тысяч, были отпущены. Поднимались и другие вопросы. Домашний скот на дорогах, ночной шум от автомобилей, а также управление транспортом несовершеннолетними. По словам Дамия Авицба, безопасность дорожного движения зависит не только от работы инспекторов, но и от ответственности самих водителей, родителей и владельцев домашних животных. По данным госавтоинспекции, самым аварийным остается Гагарский район. Накануне именно там в ДТП погибла туристка из Санкт-Петербурга. В ведомстве рассчитывают, что дальнейшее развитие системы фотофиксации, совершенствование организации дорожного движения и повышение водительской дисциплины позволят сохранить тенденцию к снижению аварийности. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ.